и белые этого не допустят. То есть конь e5. То есть плохо ходить h3 уже. h3 плохо ходить из-за простого. Слон d4, слон d4, конь f3, слон f3 и слон h3. Пешку выиграли. То есть также плохо ходить ладья. На фигуру нужно создавать давление. То есть теперь уже угроза слон d4, конь f3, остаться просто с лишней фигурой. То есть, поэтому конь e5 в этой ситуации был очень сильный ход. То есть Казбек, к сожалению, его не увидел и сделал ошибку. Так как у вас больше шансов, вы должны все-таки идет атака, да? Пешка d5, она же сдерживает какой-то центр. То есть при размене это идет в пользу, кто играет против изолятора. То есть Казбек ошибается в этом положении, ходит конь d4. То есть конь d4 ошибка. Хорошо, продолжай, Казбек. Слон d4. Слон d4. Ферзь b6. Ферзь b6, дальше. h4. h4. Конь e4. Если теперь здесь ферзь d5, то уже ладья d8. Ферзь c4, можно слон f3, конь d2. Все правильно, да, правильно, как говорит, то есть уже сразу после хода ферзь c4, слон f3, конь d2 уже лишнее качество. Поэтому ферзь d5 пока плохо брать. То есть он сделал ход слон f3. То есть он сразу отдает слона за коня. То есть, ну и возникает теперь, что давление на пешку d5 будет всегда более существенно. Пока вас не заставили бить. Еще раз напоминаю, вот Казбек сам все сделал за белых. Он разменял все фигуры и оставил себе плохой изолятор. То есть, и потом в конце этой пешка и проигралась. То есть, а если бы он не менял фигуру, держал напряжение, то необходимо, конечно, вести какую-то определенную атаку. Хорошо, в партии было дальше Казбек. Слон f3. У всех что-то плохо. Слон f3. Слон f3. Слон f3. Ладья c8. Ферзь b2. Ферзь b2. Ладья c6. Ладья c6, ладья c1. Ладья c1. Может плюс равно здесь. Ладья d5 сейчас она у нас проиграется. И потом перейдет в окончание уже с лишней пешечкой. Продолжай. ферзь f6. 6. Конь f6. Ладья d1. Ладья d1. Ладья c2. Ладья c2. Слон d5. Конь d5. Ладья d5. Ладья 2. Ладья 2. Ладья d8 шаг. Король h7. Ладья d7. Король g6. Вот здесь, кстати, у меня момент возник, то есть в этой позиции, да, помимо король g6 можно было бы 5 ходить, но король 6 тоже нормально. Почему? Потому что мы можем все-таки перейти в худшую позицию, когда 4 против 3 пешки на фланге. В этой позиции Казбек сделал решающую ошибку, после чего позиция сразу стала проигранной. То есть, ребят, понятное дело, сейчас момент такой, что пешка А и Б, она по-любому разменяется, 100%. То есть теперь нужно понять, черными, какую расстановку поставить, чтобы была, получается, можно поставить, получается, крепость. То есть, ну, теоретическую позицию. То есть здесь в этой позиции необходимо было пойти ход h5. Идея какая? Конечно, если вы сейчас поставите, то есть g6, король g7 позиция, и получается 4 против 3. То есть еще раз, пешку h5, g6, короля на g7. Казбек в этой позиции делает ошибку, пешку на h6, Казбек назад ставит. Он допускает ошибку, ход f5. И теперь выясняется, что ход f5 Казбек сам добровольно создает проходную пешку e4. То есть последовал ход ладья b4. То есть, ну, идет размен, хочет ладья a4, ладья a7. Казбек привязывается к пешечке, ладья b2. И здесь очень сильный ход g4. То есть, вот, кстати, на ладья b4 еще возможен ход h5, то есть здесь был. То есть не допускать g4, но все равно в дальнейшем белые это проводили план. g4, fg, ладья g4. Ну и возникло отдельное окончание с лишней пешкой у белых, и есть проходная пешечка e. А если бы, ребята, мы не допустили размен f пешки на g, то черные могли еще удержаться на ничью, устоять на ничью, да? То есть, ну, посмотрим, как теперь Чингис переигрывал Казбека. Казбек дальше может побыстрее продемонстрировать. Король f6, ладья b4, а5 и ладья b5. Может теперь на a4 было пусть. Ладья 2, король g2, а4 была ладья 4, король g3, ладья 1, так, e4,
ладья G1, король, сейчас стоп. На F3, да. Король F3, дальше. G6, H5, G5, ладья B6. Теперь я думал уже здесь король E5, но хода ладья G6 я не увидел. Ну, он повторил позицию, и теперь пошел ладья G6. Неожиданно. Он же Конечно, тут рано. это же все равно проиграно. Ну, ладно, То есть момент того, что нет, не дает, тот ладья приходится теперь либо королем, либо ладьей ходить. Ну, то есть ладья H1, ладья H6. Ладья 4, ладья 8. Да, король F5 из ладья F8, то есть короля отрезали, королю приходится отступать король D5. Ладья G8. Ладья 4. Ладья G5. Ну и все, здесь уже дальше партию можно не смотреть, да, понятное дело, что остались две пешки, H и F. Конечно, если бы король на H7 стоял, еще можно было где-то убегать на ничью, то есть, а так как король отрезан, здесь уже в этой позиции можно сдаться.